Призвание женщины – украшать жизнь, и не только свою. В эфире Насып Шкуаква. Здравствуйте, дорогие телезрители. Глубоко творческая натура, человек, творящий музыку, и одновременно с этим вполне осязаемое, но не менее красивое искусство. Наша сегодняшняя героиня – музыкант и дизайнер одежды, заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авицба. Здравствуйте, Гулиза! Здравствуйте. Мы рады видеть вас в нашей студии. Гулиза, вы из творческой семьи, все ваши родные люди искусства, мать, отец, брат. Папа Хота Авицба, народный художник Республики Абхазия, лауреат Гулевской премии. Мама Венера Гагулия, заслуженный художник Республики Абхазия. К сожалению, сейчас их в живых нет. В семье я и брат. Брат тоже, кстати, художник. Авицба Тимур Хутович. Ну, выросли в творческой атмосфере, как говорится, с молоком матери, впитывая в себя любовь к искусству. Расскажите немного о своем детстве. Вы знаете, родители нас с детства приучали к искусству. То есть вот бывало, что вот мы вот там всей семьей едем в Москву, в Питер, раньше Питер, Ленинград был. Обязательно начиналось с того, что мы должны были посещать выставки Третьяковской галереи, музей Пушкина в Питере, Зимний Эрмитаж, Зимний дворец. То есть это было обязательно. И еще, кстати, хочу рассказать такую историю. Когда мне было 14 лет, я тогда училась в музыкальном училище, я помню, пришла с занятий домой вечером, и родители, смотрю, собираются, не поняла, что случилось. В общем, ситуация такая была, что в Тбилиси была выставка художников-импрессионистов, и чтобы посмотреть вот эту выставку, мы все должны были поехать, чтобы посмотреть вот эту выставку. То есть искусство, ну, это было обязательно просто. Концерты, театры, спектакли, это было просто на первом месте. Нельзя сказать о том, что ваша семья никак не повлияла на ваши творческие устремления. В вашей семье все художники, а вы, если буквально выразиться, не пошли по стопам родителей, вы музыкант. Вот как вы пришли к музыке? Вы знаете, вообще к музыке, вообще в семье у нас, несмотря на то, что художники, папа хорошо играл на гитаре, мама пела, и вот когда у нас какие-то были там какие-то праздники, обязательно к нам приходили их друзья, устраивали вечеринки, было вообще у нас всегда весело очень. А вот рисование почему-то меня не тянуло к этому, потому что все в окружении, все занимались рисованием, мне как-то это не нравилось. Ну, я пошла на музыку. В 6 лет вас отдали в музыкальную школу, да? Да, это была вторая музыкальная школа. Мой педагог первый по музыке была Ирина Ивановна Михайлова. Она сейчас, кстати, в Америке живет и все время следит за моим творчеством. Очень. Вы общаетесь с ней? Да. В детстве, кроме музыки, вы еще увлекались шитьем. Но, насколько мы знаем, ваша мама не разрешала вам всерьез заниматься этим. Почему? Что вы думаете об этом сегодня, вот с высоты своих лет? Ну, вообще мама, шить я вот от мамы, она вот, ну, она шила, ну, так, для себя, так вот. И вот когда я пошла в школу в 6 лет, я помню, был урок труда, и тогда, я помню, учительница нам сказала, чтобы мы все показали, что мы умеем. Я не знаю, как это вот получилось. Я помню, я связала какое-то зеленое платье для куклы. Я помню, вот это она всем показывала. Вот этот вот момент я помню. И мне это как-то понравилось. Я стала вот шить. Причем мама почему не разрешала? Потому что нужно было заниматься только музыкой. Шить категорически не разрешала, потому что она считала, что если... Тогда даже, можно сказать, не модно, что ли, было не престижно, шить, что ли. Да, да, только музыка, да. И вот она категорически не разрешала, как только увидит, а я все время втихаря что-то там, бывало, там испорчу вещь какую-нибудь, и вот так вот. И, кстати, потом, когда у меня вот она вот увидела, что я вот, ну, уже в таком возрасте, что я шью заказы, она говорит, а что я тебе не разрешала шить, почему так? Ну, так вот у меня как-то параллельно пошло. Давайте сначала поговорим о музыке. Как началась ваша музыкальная жизнь? Ну, музыкальная жизнь, значит, в 6 лет я пошла в музыкальную школу, потом нужно было там отучиться 7 лет, и играла на всяких конкурсах, получала призовые места.
Потом я поступила в музыкальное училище, в наше Сухумское музыкальное училище, отучилась там 4 года. Там у меня был тоже прекрасный педагог Лена Николаевна Барсигян. Вот. После училища я поступила в Тбилисскую консерваторию. Там проучилась 3,5 года. И потом вот в 89 году вот начался вот этот конфликт у нас грузины с абхазами. И мне пришлось, вернее, как пришлось, мои родители всегда мечтали, чтобы я училась в Москве. И вот такой вот момент, и как раз они воспользовались Ну, этим вам моментом. там нелегко было в Тбилиси? Нелегко не то, что вот в учебе, там все время, у меня фамилия Авицба, я всегда была по списку первая. Естественно, когда начинали знакомиться с педагогами, они начинали меня спрашивать, почему я не знаю грузинский язык. То есть вот такие вот моменты были неприятные. Вот. А потом, когда я перевелась в Москву, мне там учиться было легко. Я почему-то всегда боялась в Москву поступать, потому что, думаю, там, наверное, сложно будет. Но мне как-то... И там тоже, кстати, был прекрасный педагог Гордон Григорий Борисович. Вообще родители, они всегда интересовались, кто самый лучший педагог, и делали все возможное, чтобы у меня были всегда хорошие педагоги. Я закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу фортепиано. Будучи в Москве, вы вышли замуж. Это был рубеж 90-х, насколько Да, я знаю. да. После рождения дочерей вы переехали в Абхазию. Буквально накануне войны. Да, вот буквально вот в 92 году я уже закончила учебу, все, приехали домой. И буквально через месяц началась война. И тогда вот у меня вторая дочка родилась, вот прямо первая родилась во время войны, она по списку, вот 13-го ночью она у меня родилась, и вот потом пришлось переехать в Гудауту, в общем, тяжело, конечно, было с маленькими детьми. Во время войны вы вернулись к своему хобби, к шитью. Да. Ну, не до музыки, наверное, было, и как-то надо Конечно. было выживать. Ну, конечно, не до музыки было. Война шла, никаких зарплат, ничего не было. И потом мне как-то родственники, знакомые стали как бы, почему нет, давай понемножку начни шить, чтобы на заказ брать. Ну и на самом деле так и началось потихоньку. Я стала... Потому что музыка, естественно, нас в тот момент не накормила бы никак. А как-то надо было зарабатывать, и вот это мне пригодилось. После войны уже вы вернулись к музыке. Вас тянуло к ней, наверное. Конечно, конечно, это же моя специальность. Я с детства вообще не понимаю, как можно было бросить профессию. Естественно, после войны, ну, конечно, также было тяжело. Потихоньку я стала на работу устраиваться в музыкальное училище, работала, потом в капеллу меня пригласили. Потом еще Союз композиторов меня тоже пригласили на работу. Потом попозже в училище культуры. Ну вот потихоньку началась вот эта творческая жизнь. Затем произошла ваша, ну, если можно так сказать, судьбоносная встреча с Нинель Бжани и Да. тесное сотрудничество. Вы знаете, первое время мы с ней, у нас такие были отношения, ну так, не такие, чтобы вот мы такими близкими были. Мы работали солистами филармонии, и вот в Пицунском храме каждую субботу солисты филармонии давали концерт. Вот это наша группа была. И мы с ней работали концертмейстером. А потом так получилось, что я не помню, либо кто-то нам подсказал, я не знаю, как это произошло. Мы решили объединиться с ней. И в Пицунском храме один рояль только стоит. И в 4 руки мы стали пару произведений на концерте. Причем так получилось, что зрители так стали нас хорошо принимать, и мы поняли, что мы можем что-то дальше продолжить. И потом у нас появилась такая идея, почему бы нет, если создать вот такую группу. Дуэт, пиано-дуо. Да. И потом Нелли говорит, давай, говорит, я, говорит, попрошу нашего Давида, дирижер нашего оркестра, говорит, чтобы это сделать с оркестром. Это, говорит, будет еще лучше. И она поговорила с Давидом, конечно, он нам не отказал. И все, вот с первого дня вот это у нас пошло. Причем мы такую программу всегда выбираем, не просто классику, а более такие известные, современную музыку.
Вот, к нам тянется и не то, что там старшее поколение, молодежь, а теперь и дети к нам приходят на концерты. Контингент разный. Да. Но вы не только в Абхазии выступаете, и за пределами тоже, и вас тепло везде встречают и принимают. Да, вот позапрошлом году у нас были гастроли в Москве, мы давали концерт в Доме музыки. Честно говоря, было это очень страшно, потому что это вообще впервые, чтобы вот абхазские пианисты вот, давали вот концерт, классические пианистки в Москве, и немножко было страшно, даже не то, что немножко. Но был полный зал, и нас так встречали, там причем зрители были профессора, режиссеры, не просто там. Но такие были аплодисменты, что было, конечно, очень приятно. А вот летом в Сочи у нас был концерт «День России», независимости России. Такая же история была. Просто, ну, зрители нас не отпускали просто. Это очень было приятно. Ну, еще бы для творческого человека получать моральное удовлетворение от своей работы, от своего творчества, наверное, выше этого нет ничего. Да. Можно ли сказать, что дуэт пиано-дуо – это основа вашего музыкального творчества? Конечно, конечно. Мы не собираемся останавливаться, мы по-любому делаем новую программу. Каждый концерт у нас, кстати, новый, всегда мы ищем новые произведения, чтобы это интересно было, и то есть мы не останавливаемся на это. Что касается дуэта, у нас всегда, вы знаете, как у нас идут репетиции, мы настолько, Давид и Илья, мы настолько друг друга хорошо понимаем, никаких конфликтов, у нас такого никогда не было, у нас всегда взаимопонимание, и я вот говорю, вот каждая репетиция, мы идем вот просто как на праздник, вот с хорошим настроением, мы получаем удовольствие от этого, а вот когда вот уже был концерт, и когда заканчивается концерт, вот тогда у нас портится настроение, мы понимаем, что это все закончилось, и потом мы начинаем опять какие-то придумывать свои какие-то планы, чтобы дальше продвигаться. Гулиза, большинство людей предпочитает современную музыку, рэп, рок, поп и так далее. Считается, что классическая музыка требует более глубокого понимания. Она обладает сильным воздействием на внутренний мир человека. Известна и лечебная роль музыки. Да. Я говорю о музыкотерапии. Абхазы с древнейших времен пользовались этим методом лечения. Скажите, пожалуйста, как бы вы сегодня с вашей профессиональной точки зрения оценили бы уровень развития классической музыки в Абхазии и вот насколько она популярна в нашем обществе? Что касается развития нашей классической музыки в нашем государстве, в основном сейчас занимаются вот такие вот наши коллективы. Прежде всего это камерный оркестр, государственная капелла, солисты филармонии. Что касается сферы образования, это музыкальное училище, которое в течение вот на протяжении 95 лет она дает таких мировых звезд, такие же, как и Благирзма, Алиса Гыцба. И очень вот у нас студенты, очень многие поступают в высшее учебное заведение. То есть, насколько классическая музыка востребована? Даже когда мы программу составляем, там классическая музыка, мы стараемся подбирать такие произведения, которые доступны нашему слушателю. Классическая музыка есть очень такие известные произведения, и вот мы стараемся такие брать, чтобы, я понимаю, что наш слушатель, чтобы он мог слушать. И у нас это, честно говоря, получается, потому что вот мы вот видим, тот человек, который к нам пришел, в следующий раз он обязательно зовет с собой уже своих других друзей. Слушая вас, создается впечатление, что вот в творчестве у вас все хорошо и никаких проблем и трудностей. Так ли это? Или все-таки бывают какие-то трудности, и как вы их преодолеваете? Конечно, бывают трудности, как не бывает. Даже вот в том деле, где вот, когда я шью, да, я же работаю с людьми. Люди бывают разные. Я как психолог, я каждого должна выслушать, каждого нужно понять, что он хочет. Это тоже сложный, кстати, этап, между прочим, непростой. Особенно вот, когда вот начинаются выпускные вечера. Капризные бывают клиенты.
когда вот выпускные, когда девочки только школу закончили, они еще не знают, что хотят. Мамы хотят одни платья, и дочки хотят другое. Я между ними очень бывает сложные ситуации. Вы инициативу берете в свои руки? Сами Я советуете стараюсь, что-нибудь? конечно, я стараюсь как-то прийти к общему мнению. А недовольные бывали клиенты? Конечно, бывает недовольны, конечно, бывает. Никогда ни с кем не выясняю отношения. Это бывает очень редко, но вот когда вот что-то не так получается, да, потом где-то неделю я не могу в себя прийти, даже вот к машинкам бывает очень сложно. Я как-то очень близко переношу. Ну, а потом как-то это проходит, и клиенты там довольны, счастливы, у меня опять все это начинает заново. Хобби переросло в нечто большее. Как вы заметили, шитье – это тоже творчество. Вы создаете вещи, которые стали настоящим произведением искусства. То есть и на этом поприще вы добились результатов. Вот на ваш взгляд, в чем вы себя больше реализовали? В музыке или в дизайне одежды? И в чем ваше призвание? Вот когда меня спрашивают такие вопросы, я не знаю, что ответить, потому что я и музыкой хочу заниматься, и шить мне нравится. Я не знаю, вот что, потому что у меня это одновременно с 6 лет шло. У меня они одинаковые. Я не могу что-то бросить или, не знаю. То есть, если вам предложат выбор, Я не вы знаю, будете что в замешательстве. Да, 100%. Я не знаю, потому что это на самом деле так и есть. Я знаю, что вы для передачи Первого канала «Играем свадьбу» сшили стилизованные национальные платья. Как это было? Позвонили мне с Министерства культуры и за 10 дней до этой передачи. И мне говорят, что вот так вот срочно нужно сделать костюмы. И я, конечно, была в замешательстве. Я говорю, как это можно в такой срок? В общем, такая ситуация нужно сделать. Первый канал, вот сейчас недавно переезжала, они снимали абхазскую свадьбу. И им нужны были костюмы, свадьбы, то есть национальные костюмы, но стилизованные. Как-то пришлось это ускорить, и, в принципе, я сделала эти костюмы. Потом они ко мне приехали, брали у меня интервью тоже. И, кстати, когда они ко мне зашли домой, у меня же мастерская в квартире, где я живу, одну комнату я сделала мастерскую. Когда они ко мне зашли, видят, что у меня рояль стоит, потом в мастерской афиши, и они так не поняли, а вы, говорит, кто, говорит. Я им объяснила, и они были очень удивлены. И, кстати, про это тоже сказали в своей передаче. Также вы для нашей модели Вики Квициня сшили национальное платье. Вика мне позвонила, представила себя и объяснила, что вот ей нужно в кратчайший срок вот для конкурса сшить национальное платье. Но когда она мне объяснила, что это конкурс, она представляет Абхазию, тут я поняла, что это не просто надо сшить вот платье, а тут уже нужно было серьезно отнестись, и я предложила ей пойти в музей. Там мы изучили все детали, как раньше абхазские женщины одевались, какие цвета, до мелочей. Вот это даже вот я вот сумочку ей просто тоже сшила. И как-то так получилось, что она, кстати, тоже потом заняла мисс России 24. Вот. И что я хочу сказать, что когда фотографии показывали в интернете, вот эти все видеосъемки, таких было приятных отзывов, что мне было очень приятно. Ни одного, кстати, вот бывает иногда там кто-то что-то, никаких не было отрицательных реакций, было очень все. Красной Абхазии. Народная одежда абхазов как нельзя лучше характеризует творчество народа, его искусство и эстетические предпочтения. Глухой ворот, длинные рукава, туго перехваченный поясом стан – таков в идеале костюм абхазов последних 1,5 столетий.
Традиционная обувь абхазских женщин на высокой деревянной подошве называется акармыгу. Костюм Виктории Квинциния состоит из абхазского платья акцы, распашного цельного платья типа черкески, ну и, конечно же, из платка. Замечательно. Ну, вы не только национальные платья создаете, наверное. Да, я шью все. Начиная с новорожденных, бывает такое, одно время было это очень модно, новорожденным шили национальные костюмы. Вот. Мне, в принципе, разные вещи предлагают. Мне интересно. Когда вот что-то мне предложат, которое я никогда не шила, мне это становится интересно, и я все равно соглашаюсь и делаю. Ну, разные были ситуации. Я и аниматором шью, и там кому-то там чехлы, там диван, что только мне не приходилось шить. Но один был такой случай, тут я просто отказалась. Естественно, мне позвонила девушка и говорит: вы, говорит, не можете, говорит, шить чехол для руля, для машины руль. Я говорю: нет, это точно я не буду делать. Вот такой случай тоже был. Оригинальная просьба, Да, заказ. да. Совершенствование творческого потенциала. Насколько важно для вас? И можно ли сказать, что вы не упускаете любую возможность проявить свою творческую натуру? Когда вот концерты мы делаем, да, нам интересно вот эти репетиции, когда мы берем новые произведения, мы идем туда вот с удовольствием, мы забываем о всех проблемах, это для нас праздник. Любая репетиция, то же самое, когда мне предлагают что-то шить интересно, мне это интересно. Чем сложнее работа, тем мне это интересно. А совмещать не сложно? Знаете, как? Нет, не сложно. Как это бывает? Вот, допустим, если вот у нас концерт, да, вот конкретно. У вас еще и семья? Да. У меня 2 дочки, они замужем, у меня 5 внуков. Вот, и я как бы сама себе уже принадлежу. Больше времени. Да, да. Кстати, старшая дочка, она закончила художественное училище, дальше не пошла учиться, вышла замуж. У нее 3 детей. Она, кстати, тоже художник. Но она, правда, столько времени не может уделять, понятно, 3 детей, не так. А младшая дочка, она закончила в Москве университет культуры, факультет хореографии. Сейчас она работает, имеет 2 детей. Бывает, когда вот, допустим, концерт, да, вот у нас мы вот конкретно занимаемся репетициями, естественно, я меньше заказов беру, чтобы я как-то успевала. Просто дело в том, что я умею быстро шить, и когда что-то срочно надо, это я могу сделать. Поэтому как-то я совмещаю. Гулиза, а вы не пробовали еще чем-нибудь заняться? Я имею в виду в творческом плане. Может, у вас еще какие-то скрытые резервы есть? Ну, заняться, в принципе, то же самое рукоделие. Я хорошо умею вязать, я просто этим не занимаюсь сейчас. Когда были студентами, я друзьям вязала пальто, костюмы, сумки, что только не приходилось делать. А вот во время войны родители, ну, мы все беженцами в Гудаутах находились, и мама меня научила вышивать нитками. И тогда, помню, вот она мне показала, я делала всякие иконы, опять-таки для того, чтобы выживать, что-то продавать, чтобы... Ну, одно время, и у меня это получалось. Но кое-что я могла продавать, в основном я дарила своим друзьям. И это тоже дело оставила, потому что одну работу, чтобы вышивать, это целый месяц нужно заниматься этим делом. Поэтому я это оставила. Вы целеустремленная, сильная женщина. Вот скажите, а в чем ваша сила? Честно говоря, не хочу быть сильной, но мне приходится в жизни быть сильной. Каждая женщина мечтает быть хоть иногда слабой. Да, это точно, да. Например, вот у меня в году единственный месяц январь, когда я более-менее отдыхаю. Ну, первые дни вроде бы отдых, но потом у меня начинается депрессия, я понимаю, что мне что-то надо делать. То есть я все время должна что-то делать. То есть ваша ищущая творческая натура хочет как-то уже вот начать себя реализовывать. Да. Да. У каждого человека бывают проблемы там на работе или люди разные. А вот работа,
Были у меня такие ситуации в моей личной жизни, когда мне было очень тяжело, и меня просто спасала меня работа. Я отвлекалась, я понимала, что это мое спасение было. И на самом деле так и было. Потому что если не было бы работы, да, дети, да, но это все равно не то. Но вот она меня вытаскивала просто. Наша передача называется «Насып Шкваква». Про счастливую женщину, про успешную женщину. Говорят, абсолютно счастливых людей не бывает, но это спорный вопрос. Если человек в чем-то счастлив, это уже счастье. Вот вы считаете себя счастливой женщиной? Ну почему нет? Ну, счастье, естественно, то, что у меня дети, то, что у меня внуки. У меня специальности, которым я это занимаюсь с любовью, мне это нравится. Когда вот я вот Вике Квицине, когда шила платье тоже, когда я видела такие комментарии, такие отзывы были, конечно, я испытывала счастье. Вот когда концерт уже заканчивается, буквально вот когда мы играем на бис последнее произведение, когда мы слышим ну, такие аплодисменты, это просто, мы не знаем, это никакие даже ни деньги, ничего не заметили, это такое мы счастье испытываем, что я иногда, когда вот заканчиваются концерты, начинаю пересматривать. И когда я слушаю вот эти аплодисменты, это просто, я не знаю, это на самом деле счастье. Благодарю вас за беседу, Гулиза, и желаю дальнейших огромных успехов и удачи. Говорят, красота спасет мир, а еще говорят, что музыка существует не для того, чтобы спасти мир, а чтобы спасти твою жизнь. Мы сегодня беседовали с музыкантом, заслуженной артисткой Абхазии Гулизой Авицба. Смотрите нас и до новых встреч!